Здравствуйте, вы смотрите программу «Якутия Лайв» в студии Ирина Ефимова. Республика прощается с Михаилом Ефимовичем Николаевым. Он ушел из жизни на 86-м году жизни. Соболезнования продолжают приходить изо всех уголков мира. И, как правильно отметил президент нашей страны Владимир Путин, он искренне любил родной край. А родной край отвечал ему взаимностью, полной взаимностью. Он был поистине всенародным президентом. Клянусь своей честью и достоинством, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Якутской Саха Советской Социалистической Республики, соблюдать Конституцию и законы Якутской Саха ССР, Конституцию и законы Российской Федерации, защищать суверенитет Якутской Саха ССР, уважать и охранять права человека, гражданина, защищать права и интересы многонационального народа Якутской Саха ССР. Сегодня в Театр оперы и балета попрощаться с первым президентом пришли тысячи и тысячи человек. Завтра состоятся похороны на его родине в селе Актемцы Хангаласского улуса. Каким был Михаил Ефимович, о чем он мечтал, что завещал подрастающему поколению, мы хотели бы сегодня поговорить об этом с его соратниками, коллегами, близкими людьми. Здравствуйте, уважаемые гости. Михаил Ефимович был масштабной личностью, действительно глыбой, как его называли, да, но те, кто был с ним рядом, знали его больше всех. И вот мне хотелось бы, чтобы вы каждый вспомнили, как вы с ним познакомились, какие вы черты характера выделили, да, и чем он вам запомнился в первую очередь. Матвей Васильевич, начнете, может быть. Ну, наш северный край еще 1,5 столетия тому назад, не имевший письменности, о чем с горечью признавал Алексей Алексеевич Кулаковский, говоря, что у якутов грамотных меньше, чем слепых и кривых. Под мудрым руководством первого президента Михаила Ефимовича Николаева на рубеже 2 тысячелетий изумил мир своими человеческими достоинствами, образованностью, оптимизмом, способностью жить в сложном мире и в гармонии с природой. Михаил Ефимович, продолжая добрые традиции бывшего руководителя республики Максима Кирилловича Мосова, Платона Алексеевича Оюнского, Исидора Никифоровича Барахова, Ильи Егоровича Винокурова, Семена Захаровича Борисова, Гавриила Иосифовича Черяева, Юрия Николаевича Прокопьева определила в 90-х годах в условиях экономического и политической переустройства России определил совершенно новый вектор социально-экономического, культурного и духовного развития нашей республики. Это несомненно, мы об этом еще обязательно вспомним. Мне хотелось бы, чтобы вы вот вспомнили, как вы познакомились с ним. Ну, это было давно. Еще когда я работал директором Павловской средней школы в Медно-Кангаласском улусе, он работал первым секретарем Верхневилийского райкома партии, и он довольно часто переезжал сюда в Якутск, видимо, на пленум, на партийно-хозяйственный актив и так далее. Но он всегда находил время выезжать к нам в Павловск с 1974 года. Там наша школа являлась одним из лучших в постановке методической работы среди учителей, а также по организации совместной работы школы, семьи и общественности. Он поздно вечером выезжал. Мы ему все рассказывали, показывали. И он очень интересовался нашей работой. И рассказывал, как работает физмат-школа Михаила Андреевича Алексеева в Верхней Вилюе. И вот я удивляюсь, он работал далеко от нас, в Верхневилюйском районе, но все же и тогда он смотрел в корень, что именно народ
должен быть образованным, просвещенным. И вот, на самом деле, когда ему предоставят такая возможность, он все это делал наяву. Спасибо. Андрей Исаевич. Ну, я еще молодым режиссером пришел в обком партии, и секретарю обкома партии Михаилу Ильичу Николаеву мне сказали, что он очень такой человек открытый, тебя послушает. И он меня принял. И я ему рассказывал, что в строящемся здании тогда Министерства сельского хозяйства, там у них актовый зал строился. Я говорю, давайте здесь сделаем филиал Сахатеатра. У Сахатеатра тогда здания не было. И он вместе со мной вышел, и мы пошли на стройку. И на стройке он начал интересоваться, а как же здесь зритель будет заходить? Может, балконы сделаем? То есть для меня это было удивительно. Сейчас, когда он стал президентом, я каждый раз вспоминал, и уже вот тогда, оказывается, вот он очень-очень внимательно, даже иногда такие идеи, которые, в принципе, идея была не совсем реальная такая. Он обязательно пошел вместе со мной осматривал это здание. А так, по черта его характера, вот сейчас вот он выступил, то есть клятву при инаугурации президента сказал, там говорится слова «добросовестно», и говорится «честно», и говорится «буду защищать». Вот это он неформально это говорит. Вот как раз он добросовестный, честный защитник интересов народа. И я думаю, что он как раз, вот удивительные стихи есть у Алампа Сафронова. Всему голова народ, народу держитесь за народ и приносите пользу народу. Вот главное, вот, я думаю, его То, что его характере, да. характеризовало. Спасибо. Ольга Михайловна. Ну, я работала начальником управления культуры мэрии города Якутска. И в 90-х году мы проводили якутский национальный праздник, восстановили ИСЭХ. И на ИСЭХ и пришел Михаил Ефимович, и после этого он пригласил меня. Это И еще мы- на ипподроме, да? Это еще на ипподроме было. И я была, конечно, удивлена, что народу было очень много. И после этого, когда мы подошли к нему, он сказал, подойдите, найдите время и подойдите ко мне, надо беседовать по поводу национального праздника ИСЭХ. И, конечно, паритетность и приоритетность его духовных ценностей, как самого человека, определила в 90-е годы государственную политику. У нас все время говорили экономика, а с его приходом стали духовность, Академия духовности открылась. Министерство культуры и Да, духовного развития Министерство стало культуры, называться. духовного развития, образование, культура и только после этого экономика. Потому что без духовного развития человека невозможно развитие. Он это понимал очень хорошо. И что самое главное, я вот к музыке никакого отношения не имею. Но он как-то вот сумел убедить людей, заставлять верить в это, то, что он сам говорил, и мы до сих пор верим, что каждый человек должен обязательно заниматься музыкой. Менял сознание народа, да? Да, менял сознание народа, создать, говорил, что надо среду музыкальную. Но, казалось бы, это просто фантастика, как эта среда музыкальная может быть. Не все же захотят учиться музыке. Но после беседы с ним всегда, когда мы даже учителей музыки убеждали, что хотите вы или не хотите, проект «Музыка для всех» это будет. Потому что это образовательная технология. Он говорил о качестве образования. И вот это образование, как улучшить качество образования? Только через музыку. И вот первый съезд, конгресс проводили. Андрей Исаевич подписал с Министерством образования договор. И, в общем-то, 10 лет сейчас все признают, что данный проект прошел успешно. И Санкт-Петербургская консерватория Нина Бергер, государственная, то есть Академия музыки Дина Кернарская имени Гнесиных, Московская консерватория, Новосибирская консерватория, все нам отправили соболезнования передать родным, близким, и они написали, что воспринимают эту потерю как личную потерю.
человеческого горя, с каждого лично. Спасибо. Василий Климович. Да, я сам из села Эльге, это в Сунтарском районе Улусе, и у нас всегда традиционно проводили летом исыхи. Да? Это такая традиция, которая сохранилась еще очень с древних времен, и они проводили совершенно без остановки, да? То есть не было такого перерыва традиционно, и летом всякие руководители с Центральной Якутии, да, приезжали к нам, и в числе них в 1983 году был Михаил Ефимович. И как раз у меня дедушка довольно известный человек, учитель, там, и он еще имел дореволюционное образование, человек много знающий, философ. И к нему как раз в гости пришел Михаил Ефимович. Потом мы пошли, посмотрели наш музей тогда, значит, природы, где я постоянно, значит, моим тоже учителем, да, так сказать, Андреем Борисом Николаевичем, да, постоянно работал, сам что-то создавал, я ему показывал свои, значит, таксидермические какие-то успехи. Ага, да. а вы тогда школьником были? Я был школьником тогда, да, и в то время я очень много принимал участие в разных олимпиадах и побеждал их, поэтому разговор у нас получился очень интересный, его это очень заинтересовало, и как раз разговор прошел про сапропель. Потому что в то время он был министром сельского хозяйства, ему было очень интересно, он провел такую удивительную работу по изучению озер Якутии и каким образом использовать то, что имеется в этих озерах, для того, чтобы сделать кормовую базу для крупного рогатого скота, так называемую сапропельную. А сапропель это вот эта да. водоросль, да, Да, которая это в воды, этом и это не озере? воды, это бентосные такие, значит, целые сообщества, которые можно вытащить из этих озер, да, обработать и дать в качестве, значит, продукта для питания наших, значит, нашим коровам, да, так сказать, чтобы у них и пошла побольше продуктивность молока и прочее. Потом я уже встречался с ним и в Москве, и что самое удивительное, была очень такая поездка интересная, да, я в то время, значит, оказался в Англии, после моей английской, значит, поездки я ехал домой зимой во время каникул, и в это время мы прилетели на одном самолете, сидели совершенно рядом друг с другом, он тогда был председателем Верховного Совета, да, и со мной он поговорил, и это было интересно. Потом я уже после Англии приехал в Якутию, и было такое замечательное предложение, да, что, значит, с помощью Матвея Васильевича, да, так сказать, ну, я стал помощником Михаила Ефимовича Николаева. Да. Юрий Иванович. Первая встреча с Михаилом Ефимовичем у нас была, когда я был выпускником Вилюйской гимназии, это сеть президентских школ, которую Михаил Ефимович создавал, был попечителем этой сети и ставила задачу, что каждый выпускник президентской школы должен 100% поступить в ведущие центральные вузы России, вернуться на родину и служить верой и правдой. И тогда вот наш класс гуманитарный, в том числе, мы приняли решение, что будем поступать в разные вузы, и я поступлю в Хабаровскую академию государственной службы, и мне правительство республики давало направление, за которым я пришел в дом правительства номер 1, и в лифте, открывшемся на 4-м этаже, я вдруг вижу Михаила Ефимовича Николаева, Бога для тогдашнего школьника, выпускника 11 класса, и я жду, когда лифт уйдет, и Михаил Ефимович говорит: «Тюрганник Кирос, быстрее заходи». Я зашел быстро, и он говорит: «Кто ты, откуда ты?» Пока мы ехали, я быстро ответил, он говорит: «Куда едешь?» Я говорю: «Поступаю». Я говорю: «Михаил Ефимович, не растерявшись, дайте автограф». И он очень быстро мне там написал следующие фразы, я запомнил на всю жизнь: «Никогда не бойся, получай все своим умом, талантом и трудолюбием». Очень кратко, да, и говорит: «Заходи завтра ко мне, мы поговорим». А завтра я в 5 часов улетаю. Это была первая встреча. Вот такой удивительный был Михаил Ефимович, который никогда не встречавшего школьника за пару Неизвестного ему неизвестного абсолютно. человека говорит: «Заходи, обсудим, поговорим». Об этой встрече и о возможности, что невозможно было поменять тогда билет, я жалел всю свою жизнь. Но потом, в 2014 году, когда я пошел работать заместителем директора по научно-методической работе физико-математического форума «Ленинский край», вот познакомился очень тесно, потому что Михаил Ефимович очень большое личное внимание уделял именно развитию талантливых детей и молодежи, приходил, проводил педсоветы коллективам, и мы тогда с ним начали тесно работать, и он мне тогда предложил работать директором Актемского лицея в 2015 году, и с этого периода мы с ним
очень тесно, практически в ежедневном контакте работали, отчитывались, докладывал я, он давал соответствующие поручения, задания, мнение спрашивал, он всегда спрашивал мнение вот простого каждого человека. Это удивительный феномен, о котором вот Андрей Савич в том числе сказал, что мнение каждого человека, мнение народа для него было очень важным, на основе которого, мне кажется, он строил определенную парадигму. Да, вот все, кому посчастливилось с ним когда-либо сталкиваться лично, да, они все отмечали, что он был вот вроде бы такой глобальный, недостижимый, и в то же время очень простой и доступный человек. Вот эта вот простота в общении, она отличает... Все хотели фотографироваться с ним. Он никогда не отказывался. Он писал, что сейчас идет борьба не за нефть, не за газ, а за умы человеческие, за подрастающее поколение. Поэтому вот музыку он так отстаивал. Мгм. Ну вот и музыку, и интересы республики вообще в целом, да, вот если вспомнить начало 90-х, это переломный момент, мы все Да. помним, как он решительно, очень смело по тем временам отстаивал именно интересы республики, интересы народа республики. Вот, может быть, ну, какие-то моменты вспомните, которые... Есть не- свидетель этих событий, это Матвей Васильевич Мучин, это Андрей Савич Борисов, которые в его команде работали. Матвей Васильевич. Матвей Васильевич, ну, может, что-то расскажете, что неизвестно широкому кругу? Нет, Вспомните в что-то. общем-то, я хотел бы сказать вот что. Вообще вот деятельность первого президента Михаила Николаева, его государственную, политическую, общественную деятельность, мне кажется, можно сгруппировать на 4 блока. Во-первых, что он открыл? Вернее, что он организовал? Он организовал принятие декларации, новой конституции, в которой гласили, что земля недра их богатства, леса и воды, растительный мир, животный мир, другие природные ресурсы, воздушное пространство, континентальный шельф являются собственностью Республики Саха-Якутия и неотъемлемым правом народа Саха. Это что он организовал. И кончая, скажем, в организации спортивных игр «Дети Азии». Первое. Второе. Что он открыл? Что он открыл? Начиная от множества высших учебных заведений, Белибанка и так далее, фондов, Возрождения, фонд будущего поколения и так далее и тому прочее. Третье. Что он создал? Академию духовности, Академию наук Республики Саха-Якутия, Ассамблея народов Республики, Конгресс народа Саха, ну и так далее. И тому подобное. Очень много можно перечислять здесь. Так? Потом, четвертое, что он построил? Национальный медцентр, стране Туймада, хореографическое училище, канадское деревня и так далее, драмтеатра нашего якутского именно Юнского, ну и так далее. И последняя его кадровая политика. Мне кажется, разговор должен пойти вокруг всех этих, ну, как говорится, блоков. Да. Все это охватывает, все его деятельность охватывает. Да, ну вот у нас как раз есть небольшой сюжет про «Дети Азии», потому что спорт был всегда спутником его жизни, он сам занимался тяжелой гиревой атлетикой в свое время. И, конечно, как основатель Международных спортивных игр «Дети Азии», это событие стало переломным. Давайте посмотрим сюжет. 20 лет тому назад у нас и переводчиков-то не было. Так ведь? А сегодня практически факультет иностранных языков в университете преобразованный институт иностранных языков. И сегодня мы изучаем, наши студенты изучают практически все азиатские языки. Не только английский, но все азиатские. Это громадный толчок общения людей. Второе, вот смотрите, образ жизни, культура наша. А город как преобразовался? Так ведь? Мы же все помним 20 лет тому назад как было. А сегодня каким становится? Вот с этой точки зрения надо посмотреть роли места
игр дитяти. Да. То есть, как сам Михаил Ефимович говорил, да, это же все в связке. То есть эти игры — это не только спорт, они дали толчок для развития. Ну вот Михаил Ефимович говорил, вот я на одном из каких-то вот интервью или как-то, он, говоря о суверенитете, говорил о том, что если бы не принятие декларации о суверенитете, то культурные процессы, которые произошли, возрожденческие такие процессы, в культуре, они бы не были бы такими прорывными. И обычно же под суверенитетом понимает там политическую свободу, экономическая свобода. А тут он провозгласил, выбирая свободу и человека, он в декларации суверенитета придавал еще смысл духовный. И мы, люди культуры, искусства, не только люди культуры, искусства, интеллигенция, наука, образование, мы все чувствовали вот этот духовный смысл декларации суверенитета. Это первое. Второе. Добиться по тем временам справедливого отчисления от добычи алмазов, если бы он этого не добился бы, то в 90-е годы, когда произошел сплошной обвал социальной сферы, сплошной обвал не только и в идеологии, и в духовном плане, и Советский Союз распался, потеряли смыслы, потеряли идеологию, и тогда вот как раз отчисление от алмаза, добычи алмазов, оно вот спасло многие направления социальной жизни республики. Ну что действительно республика легче относительно, чем другие регионы страны пережила 90-е годы. И говоря о суверенитете, нельзя не вспомнить, что в то же время именно Якутия первая подписала договор с Россией. И я предлагаю посмотреть короткий отрывок из моего с ним интервью, где он говорит о России и Якутии. Говорят, что Борис Николаевич очень ценил то, что именно Якутия первая поддержала Россию, заявила о своей принадлежности к России, и поэтому у вас особые какие-то доверительные отношения сложились с ним. Потому Ну, что посудите сами, после избрания президента во всех субъектах Российской Федерации были представители, введены были должности представителей президента. Во всех, за исключением Якутии. Мы с Борисом Николаевичем договорились, что Якутия не нуждается в представителе. Так, мы всегда, не только в эти дни, в эти тяжелые годы были вместе с Россией, и всегда будем Россия. Так что за Якутию не беспокойтесь. Мне кажется, все-таки мы должны понять, что декларация государственного суверенитета и Конституция, а потом базовые законы, которые были приняты Верховным Советом 12-го созыва, скажем, о статусе Якутской Саха Советской Социалистической Республики, тогда о собственности Республики Саха-Якутия, о разделении собственности между Россией и Республикой Саха-Якутия. А тогда вот только что вы говорили об алмазах, да? Там был в 1991 году, 11 декабря, был подписан указ президента России об использовании природных ресурсов для Республики Саха-Якутия. Вот этот указ дал очень большие возможности для того, чтобы мы сами вот, использовали вот наши возможности, скажем, алмазов, золота и других. Вот. И там были объявлены, что все разрабатываемые, утвержденные запасы вот, каменного угля, и среди этих нефти и так возможностей далее. в том числе Всё. была возможность готовить кадры, да, и был создан целый департамент подготовки кадров, который вы возглавляли долгое время. Да. Вот про это расскажите, про... Ну, это в 1992 году, это тоже его мудрое решение первого президента. 10 июня 1992 года он своим указом организовал
значит, центр по подготовке кадров за пределами республики. А потом в 1995 году этот центр был преобразован в департамент по подготовке кадров при президенте Республики Саха-Якутия. Проделал очень большую работу. Сначала мы, конечно, встречали очень большие трудности, не понимая даже со стороны некоторых депутатов Верховного Совета. Даже Верховный Совет принял однажды, 12 постановление о ликвидации этого центра. Но, тем не менее, Михаил Ефимович толкал свое решение, и все-таки мы в 1993 году организовали прием высшего учебного заведения Дальнего Востока Сибири и Центрального вуза Российской Федерации. Вот. Вообще-то говоря, это была единственная структура в масштабе Российской Федерации. Единственная структура. Нигде вот такого не было абсолютно. В общем-то, наша республика находится слишком далеко от других центров Российской Федерации, бывшего Советского Союза. И поэтому тогда, раньше, не вся наша молодежь могла иметь возможность выехать и обучаться по желаемой профессии в центральных вузах. Наш департамент обучал нашу молодежь за пределами республики по 31 направлению и по 228 специальностям, из которых по 186 обучение не проводилось в вузах нашей республики. Вот Андрей Савич знает, сколько мы даже в консерватории именно Мусорского в Екатеринбурге обучали, в Новосибирске, в Пекине, Китае, там карандаши, там мастерской наших канатоходцев мы обучали. Сколько мы обучали этих Щепкина, там отделения наших драмартистов и так далее. Очень много, очень много. Вот у него это не просто открывались вузы. Ну, тогда, кстати, по всей России было модно открывать филиалы. То есть открывали для того, чтобы открыть, для того, чтобы... А он предвидел кадровые востребованность. То есть если бы он не открыл бы Арктический институт культуры и искусств, то у нас сегодня был бы кадровый коллапс. Вот именно. Высшую школу музыки. Если бы высшую школу музыки Да, не да. открыл бы, Да. тогда у нас не было бы филармонии и театра оперы и балета не было. Да. Не было бы. Если бы не открыл Симфонического хореографическое оркестра. училище. Симфонического оркестра. Да, Все вы взаимосвязано. понимаете, то есть он на 20 лет вперед уже знал, что произойдут. И потом, кстати, он здорово следил за кадровым мониторингом. Да, Он да. меня всегда спрашивал, что сейчас востребовано главное в кадрах. А я не мог рассчитывать на 20 лет. И он как-то предвидел и сразу поддерживал наши идеи. И в результате этого мы сегодня в культуре-то держимся. Хорошо. Нет, ну, в общем, и кино, Да, да. якутское кино, Да, и о котором кино, сейчас правда, да. говорят, и Сахафильм. Киноиндустрию создания. Там получилось так. Даже говорили, что в это время Мосфильм был закрыт, и по коридорам Мосфильма бегали голодные собаки. И в это время он открывает Сахафильм. Да, да. Вот и все. Вот это Ну говорит уж о многом. национальную вещательную компанию Мы- тоже он Мы учредил. установили очень тесную связь с Санкт-Петербургским университетом кино и телевидения. Там ректор Белуса был моим большим другом. Он даже здесь открывал однажды филиал своего университета. Поэтому те достижения, которые сейчас в якутском кино, мне кажется, это все это предвидение Михаила Ефимовича, Заложил основу. направляя наших абитуриентов обучаться в Санкт-Петербургском университете кино и телевидения. Новиков и так далее. Все они выпускники этого университета. Андрей Савич, а еще с писателями России как было? 90-е годы. Это вообще никто никуда не летал. И целый самолет писателей российских приехали со всех концов России в Якутск. Да, он Это же- понимал, что это писатели-идеологи. Они писатели же, властители дум и душ. Всё. И он собрал здесь целую плеяду писателей российских, и это было... До сих пор помнят это. Да. До сих пор благодарны писатели. Да и, в общем, без, наверное, всеобщей компьютеризации школ
у нас бы и такого IT сейчас не было, да? Да, я вот могу сказать по Да, этому конечно. поводу, да, так сказать, ну, действительно удивляет его стратегическое мышление и как раз планирование, то, что важно, да, так сказать. И как раз вот были разговоры в то время, когда я был помощником, еще в Якутске не было мобильной связи, и интернета не было. Когда она только появилась, да, так сказать, и как раз по инициативе Михаила Ефимовича, значит, очень большой такой разговор пошел по поводу того, что вообще нам не нужен интернет. Это со стороны как раз людей, которые специалистов, связаны с тем, что установлением данного интернета, они говорили, что всего в городе 26 человек, зачем нам нужен интернет? Это мы просто расходуем деньги. А он все время говорит, нет, мы наоборот должны сюда, да, притянуть, значит, оптоволокно, сделать так, чтобы каждая школа имела возможность, каждый ребенок, потому что для нас это настолько важно дать любому ребенку такие же одинаковые возможности, будь он в Якутске или где-то еще. Это вот удивительная такая, значит, позиция, очень настоящая, честная, да, и она очень такая предвидительская, да, так сказать, Да, но и вот говорящая о том, сейчас, что он когда думал о будущем всё ВОЛС время. придет уже скоро совсем в дальние уголки Арктики, у нас действительно устранится Вот это очень цифровое простой неравенство. пример, как предвидел и создавал будущее Михаил Ефимович. Кугаевский министр экономики рассказывает, говорит, вот будет массовая компьютеризация, необходимо обучать. Как сделать так, чтобы наша республика, востребованность была в компьютерах, те годы, 90-е. Ну, мы предлагаем, давайте в школах, в библиотеках откроем. Он говорит, это все неправильно. Открывайте президентскую елку. Соберите детей со всех уголков, с каждой деревни, с каждой школы здесь. Провели президентскую елку, подарили каждому ребенку по одному компьютеру. В одночасье, в одну секунду в каждом населенном пункте республики оказался компьютер. После этой елки. После этой елки. Это в каком году была эта елка? Вот Андрей Саевич, наверное, Нет, помнит. это я помню, да, потому что как раз идея-то у нас возникла сразу, да, так сказать. Ага. Дело в том, что всегда президенты любых стран, да, создают так называемые рождественские елки. И идея была такая, что нужно создать такое, да, где можно пригласить детей, одаренных, талантливых, где можно вместе с президентом сделать такую общую, большую, значит, большой такой ивент, который мог бы дать шаг или начало очень интересных таких моментов. И вот как раз по интернет-позициям, да, так сказать, и по исследованию, связанным с тем, что надо развивать и, значит, компьютеризацию полную, да, так сказать, тут уже возникла идея как раз о том, что нужно создавать во время рождественских таких мероприятий, да, так сказать, такие вот события подарочные и прочее, которые мы и сделали, да, так сказать. И это было очень важно. И надо сказать, что у Михаила Ефимовича сразу же и тогда возникла идея, да, что нужно создать Государственный комитет по так называемому развитию высоких технологий. Кугаевского он сделал тогда председателем, а меня заместителем, чтобы я идеи давал, а Кугаевский доставал деньги. Ну, вот такая Это была вот вещь. его вот способность предвидения, видимо, все-таки связана, ну, с философским предзнанием. Предвидение это как бы, ну, процесс такой уже так, а предзнание это заложено, видимо, в какой-то вот природой или как-то вот природа его ума или как-то так. И вот он в свое время, вот, он же с Гайдаром, с реформатором Гайдаром спорил, да? Когда он Гайдару говорит, вот сейчас надо присмотреться к китайской вот движению. Тогда еще, или лет сколько, 30 тому надо. А Гайдар ему отвечает, что мы китайским путем не пойдем, китайцев у нас России, мол, мало. Тогда пошутил. А он узнал. Он начал изучать Конфуция. Он предлагал учение Конфуция, книга же целая из Конфуция. Да. А сегодня как Китай? Он уже предзнал это. Не говоря уже о тех... Вектор-то, вот восточный вектор. Он же восточный вектор, северный форум. Арктическая вот это да, вот. он Арктика, циркумполярная. потрясающая книга Полярная «Арктика, боль цивилизация. моя» называется. Нет, Он уже признал восточные это. измерения Да, называют. Восточные восточные измерения, измерения, да. То есть он глобально мыслил, и в этом плане это потрясающий государственный муж нашей России. Да, он, в Северный общем-то, форум основателем является форум, Михаил да. Ефимович Арктического совета. И обратите внимание, сегодня одной из самых главных повесток Российской Федерации является вопрос Арктики. Вопрос Арктики. Это поднимал Михаил Ефимович, отстаивал на российском уровне. Вот еще раз добавлю
что почему он обращал очень большое внимание именно на детей и молодежь. Самый обычный пример. Дайте сотовый телефон мобильный сегодня 5-летнему ребенку или 3-летнему и 50-летнему человеку с высшим образованием, кандидат доктора наук. Кто быстрее разберется? Ребенок. Вот откуда начинание, вот откуда развитие, вот откуда пойдет. Именно дети. И с одной стороны, с другой стороны, родитель никогда не будет жалеть никаких средств для развития своих детей. Поэтому он понимал, и вот эти процессы он вкладывает именно в детей, что впереди будущее они будут создавать. И родители будут вкладываться в их развитие, развитие республики. Он совершенно правильно говорит. Михаил Ефимович давно акцентировал на развитии Арктики. Всегда возбуждал этот вопрос, где бы он ни с кем бы не встречался. Я хорошо помню 95-й год, 96-й годы, когда в 96-97 годах был губернатор Яковлев, наш земляк Олюкминский, в Санкт-Петербурге. Он в Смольном, в самом центре Петербурга, бывая напрямую у него, он упрекал их всех. А там первый вице-губернатор Щербаков, контр-адмирал, сидит, Яковлев губернатор сидит, а наш президент далекой Якутии упрекает их в том, что они по освоению Арктики плохо делают, и по Северному морскому пути они плохо занимаются и так далее и тому прочее. Потом мы были с ним там, в этом Институте Арктики Антарктиды, 10-этажное здание в Санкт-Петербурге, в Приморском районе. И там тоже с директором разговаривал. Тоже в этом плане он продвигал, вот надо развивать Арктику. Россия должна заниматься Арктикой серьезно. Но очень раскачка идет очень долго. Далее. Михаил Ефимович установил очень тесные связи, доверительные связи с ректорским корпусом Российской Федерации. И вот потому наша молодежь успешно обучалась в центральных вузах. Я хорошо помню, его самые близкие друзья, ректор МГУ Садовничий, ректор Санкт-Петербургского университета Вербицкая, Романов, вице-президент Союза российских ректоров, из Бауманки Федоров, академик, тоже его друг, ну и так далее, много друзей. И он каждый год встречался с ректорским корпусом Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, даже Хабаровска. Я хорошо помню. Хабаровске мы встречались с ректорским корпусом, в Новосибирске несколько раз, а в Москве и Санкт-Петербурге он 2 раза в год встречался с ректорским корпусом. И поэтому они понимали, сам лидер такого региона, крупнейшего региона, сам лично заинтересован и просит их, чтобы они оказывали помощь, поддержку нашей республике. В 1997 году сюда приезжали на летние приемные экзамены аж 27 ректоров и первых проректоров российских вузов, в том числе МГУ имени Ломоносова, Санкт-Петербургского университета, Плехановской академической академии, Новосибирского университета, Красноярский институт весны, металлов и золота, Бауманки, Российского университета имени Губкина, ну и так далее, много, я все читать не буду. Всех он хорошо принял здесь. Михаил Ефимович они очень поддерживают, просто его возносят. Как пример, они Он говорят, вообще был рассказывают о убежден, нем, что высшее образование должен И получить поэтому каждый. надо сказать, что мы все-таки проделали очень большой скачок вперед в этой области. Да, И потом за рубежом, вот же сидит молодой человек, которого мы обучали в течение 7 лет в Англии. 7 лет. Мы были там в Кембриджском университете, в Оксфордском университете, в Лондонском университете. Мы с ним бывали в Париже, там, в учебных заведениях и так далее. И тому прочее. Но эти идеи образования народа, да, это же все-таки идеи Кулаковского. И в последние годы жизни он очень много говорил о том, что нужно увековечивать память. Утик, президентская школа Юрия Ивановича. Да, Юрий Иванович, скажите. Михаил Ефимович вообще, когда говорил, Пятилетие Кулаковского. когда говорил о республике, он всегда в первую очередь ставил Алексея Алексеевича Кулаковского как
лучшего представителя народа Саха, который он очень любил повторять, у каждого народа есть личности, которые олицетворяют народ. У казахов Абай, у китайцев Конфуций, у нашего народа Алексей Алексеевич Кулаковский, в образе которого мы видим мудрость, стремление к совершенству, развитию, единстве жить в мире с Россией. Поэтому именно идеология Алексея Алексеевича Кулаковского, в котором стояла культивизация, Культивизация, да. это развитие образования, культуры, духовности, борьбы с пьянством, Здоровый образ жизни. здоровый образ жизни, труд, земля и так далее. И вот эти ее идеи Михаил Ефимович воплощал в жизнь. Почему Алексей Алексеевич Кулаковский? Потому что он еще при жизни был признан отцами-основателями республики Максимом Кирилловичем Аммосовым, Платоном Алексеевичем Оюнским, Бараховым и так далее, которые поставили развитие республики, которая живет в сложнейших природно-климатических условиях, на научный рельс. Только на основе науки и технологии можно развиваться в таких сложнейших условиях. Поэтому Максим Кириллович Аммосов проводил, инициировал и первым во всем советском пространстве комплексные экспедиции и так далее. И Гаврил Иосифович Черяев это продолжал. Это вторая глыба, о которой Михаил Ефимович ставил всегда вопрос, и он продолжал эти идеи. Это, между прочим, очень китайская мудрость. Именно развиваясь на основе того, что сделали твои предшественники, можно добиться выдающихся результатов. А не говоря о том, что все до меня было плохо, я буду создавать новое и так далее. Нет. Поэтому Кулаковский и Гаврил Иосифович Черяев, вот эти две большие глыбы, о котором он говорил, олицетворяет. Алексей Алексеевич И мне кажется, сейчас очень важно, что Александр Сергеевич Николаев продолжает вот эти вот идеи. очень продолжает эти Да, И Михаил действительно, Ефимович- Алексей Кулаковский, да, на заре 20 века говорил, в поэтичной форме, 99 наук, дивно божестве приняв, трудно жадно в себя впитав, да, мы ученостью обогатим души землелонхо. Вот этот пример Михаил переводил очень много раз, поэтому я даже выучил наизусть это. Поэтому в области образования он, конечно, придерживался того, что говорил Алексей Конечно. И еще Кулаковский. Кулаковский говорил, что Якутия должна быть Россией. Да, его личность очень, ну, он государственный человек. Казалось бы, ну, проект «Музыка для всех» — это настолько маленькое, на мой взгляд, да. Начал в течение 10 лет он следил за этим проектом. И вот последний раз он позвонил в июле, в конце, вот совершенно недавно, совсем, такой да? бодрый, такие глобальные задачи, перспективы раскрывал, поставил. Говорит, что в каждых улусах должно быть обязательно духовой оркестр. И этим духовым оркестром должны патронатом быть главы муниципальных образований. Харайбатова, добейся этого, например. Да? Ищите таланты не в городе Якутске, а именно вот в селах и так далее. И вот эти высшие школы музыки наши закончили, вот Ирина Дагуева завтра скажет об этом, наверное, закончили, они музыкальный кластер мировой вошли. Практически все выпускники, которые учатся там. И сейчас он ставит задачу, что вот проект, какие задачи вы ставите, ну мы это говорим, вот проведение, десятилетия и так далее. Очень мелко берете, говорит, обязательно нужно композитора сейчас готовить, теоретиков музыки готовить. И вот наша Аида, которая в 2014 году получил от него открытие проекта «Музыка для всех», в этом году победила на конкурсе «Новые имена» именно по теории музыки. Поэтому вот то, что он говорит, ставит задачи, это прямо такие, настолько, казалось бы, один проект, да? Но вот в течение 10 лет и добился, чтобы в этом году вот вышло у нас постановление правительства о том, чтобы продолжить этот проект на еще 10 лет, до 1933 года.
Ну, вот и хотя бы сейчас у нас в России же модно вот эта аббревиатура ЗОЖа, когда я говорю там кому-то в Да. Москве своим друзьям, что это придумал наш первый президент, вообще эту Это он. аббревиатуру. День матери, день отца, это все же он придумал. Самый главный феномен Михаила Ефимовича еще, наверное, заключается в том, что есть такая поговорка «короля делает свита». Он не боялся сильных людей, выдающихся людей и сплачивал их вокруг. Посмотрите на команду Михаила Ефимовича. Это выдающиеся люди, которых сегодня мы можем сказать патриархами государственной службы и так далее. Матвей Васильевич Мучин, великолепный Андрей Исаевич Ну, я вот Борисов. хочу сказать, да, одну Так вещь, далее. да, так сказать, тут много ездил с Михаилом Ефимовичем и за границей, да, так сказать, в разных очень интересных поездках. И как раз вот, например, была интересная поездка в Великобританию, где он встретился с руководителем, лидером Палаты лордов, да, так сказать, лордом Джеллика, графом Джеллика. И вот мы сидели в огромном музее естественной истории. Это Альберт и Виктория, там так называемый, рядом находится, да, так сказать, замечательном музее. И для нас специально сделали такой ужин. Да, такой королевский замечательный ужин в центре, да, так сказать, с огромными там. Самое интересное, да, так сказать, сверху был самолет братьев Райтов, реально, да, настоящее. И вот мы сидели, и рядом с ним сидел лорд Джеллика, и он сказал, как только он зашел и говорит, так я чувствую, да, так сказать, какие невероятные энергии идет от этого человека. Это настоящий царь, король, да. Вот я чувствую его, да, вождь настоящий. И вот с ним он разговаривает, а сам лорд Джеллика, он известен тем, что он встречался со Сталиным. Он работал под Черчиллем, да, так сказать, в кабинете, и с Мао он встречался, со всеми известными людьми столетия. У него жена, это, значит, сестра Кеннеди, да, так сказать, Джона Кеннеди. И получается, вот этот удивительный человек, он сказал, да, так сказать, я вот впервые в жизни, да, ощутил, что такое настоящая сила. Что такое лидер, от него исходит. И вот что происходило, да, так сказать, любые переговоры, которые он проводил за границей, он абсолютно находил сразу, моментально, да, пробивал любую стену и мог абсолютно разговаривать, да, так сказать, на всех уровнях. Там китайские руководители невероятно высокого уровня. Он сразу находит и заставляет их думать. Там всякие разные проблемы. И у него не было никаких. Вот это то, что называется, нету границ, нету никаких преград для человека. Вот он каким себя сделал. Умение мыслить системно, очень глубоко. Это то, что называется вот человек всех времен. Да, так сказать. Вот кем был Михаил Ефимович. Мы только должны попытаться найти таких людей, да, стремиться к тому, что он сумел достичь. Я пытался понять силу его харизмы. Это же человек же с такой харизмой, да, как только он заходит, вот все разного Все масштаба встают. люди, все понимают почему-то к нему, он становится центром таким, да. И, ну, пытаясь вот анализировать его вот характер, понимая, что испокон веков личные качества правителя, они определяют государство, народ, вот смыслы большие. Так. Личный. Я понял, что он романтик. Вот это вот удивительно, романтик он. Он мечтатель. Вот, то есть он начинает говорить, например, приходя на это, он мечтает. Простой пример такой. Мы приезжаем вот тоже в Швейцарию, там какие-то дни культуры какие-то были, и там завод, фабрика, который делает окна и двери. А по тем временам окна и двери у нас не было таких вот евро, вот эти пластмассовых таких. Да. И я его наблюдаю, он открывает окно так и очень внимательно смотрит, как же это стыкуется-то, за счет чего этот не пропускает холод, да. И вот он широко открывает, и вдруг смотрит, а там на стене карта мира была. И тогда я придумал образ, говорю, Михаил Ефимович открыл окно мир. Вот, я ему говорил, для нас. но харизма его как бы личность, очень ценили выдающиеся люди. Вот я был на встрече с Гейдаром Алиевым, да. Гейдар Алиев пригласил нас, мы министры культуры Тюркменистана зашли, и он меня спрашивает, а где сейчас Михаил Ефимович? Гейдар Алиев был очень больной, сидел. Я говорю, он в Совете Федерации. И он так подумал, сказал, достойный человек. Вот это вот
точно достойный человек. Недостойный руководитель, недостойный там это, а достойный человек. Вот это вот, по-моему, Удивительный факт. А вы знаете, что в республику лично приезжал супруг Елизаветы II, принц Филипп. Наверное, Василий Климович больше об этом расскажет. И Михаил Ефимович Тикси, в да. Тикси прилетал, да. И Михаил Ефимович вот из Нордшель. руководителей не просто поручал какие-то задания, он брал ответственность на себя. Так он первым среди глав субъектов Российской Федерации взял на себя ответственность всем мировым сообществом за сохранение биологического разнообразия и создание особо охраняемых природных зон, и отметив это, принц Филипп, как президент Всемирного фонда дикой природы, приезжал открывать промбиологическую станцию в Тикси, где вот прилетают птицы со всех краев мира размножаться. Лена Нордшель. Нордшель. Да, Нордшель. Вот. Да. И я хотела бы под конец уже программы снова показать кусочек. Да, я не могла не спросить у первого президента, что такое счастье, и вот что он мне ответил. Что такое счастье? Это любимая работа. Это дружная семья. И востребованность, главное, людям. Это полное счастье. Если ты не востребован людям, значит, никакого следа не оставил. Это и есть счастье. Вот Он да, был да. по-настоящему счастливым человеком. Ну что ж, это была программа «Якутия Лайв». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас на телеканале «Якутия-24» по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.